Слово предоставляется постоянному представителю Джохор Кенеша в Конституционном суде Самат Кыштыбекович. Саламатсыздар, уважаемый Төраға, уважаемый судьи Конституционного суда, уважаемые стороны. Джохор Кенеш Кыргызской Республики, проанализировав ходатайство Дюшенбековой Султанбекова проекта Конституционности частям 1, 3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовного процессуального кодекса Республики, частям 1 и 4 части статьи 95 Конституции Республики считает приведенным в нем доводы необоснованным, обтированным обращенной стороны, не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. Принцип независимости судей является принципом правосудия в любом государстве, принявшим идеи разделения властей. Одним из важнейших элементов построения демократического правового государства является создание необходимых условий для справедливого и эффективного правосудия. Таким образом, построение демократического правового государства со справедливой и эффективно функционирующей судебной системой, обеспечивающей защиту прав и свобод, непременно требует принятия всех необходимых мер, направленных на реализацию правовых гарантий профессиональной деятельности судей, в особенности части их неприкосновенности и безопасности. Также безопасность судей и других участников процесса – неотъемлемые условия правового развития. Соответственно, части 1 статьи 1 Конституции Кыргызской Республики является правовым государством, где государственная власть, согласно статье 4 Конституции, основывается на принципе разделения государственной власти. Разделение законодательной, исполнительной и судебной власти является одним из важнейших принципов организации государственной власти и функционирования правового государства. Принцип разделения власти означает, что законотворческая деятельность осуществляется законодательным органом, исполнительно-распределительная деятельность органом исполнительной власти, судебной власти судами. При этом законодательные, исполнительные и судебные ветви власти самостоятельны и относительно независимы. Разделение власти основывается на естественном разграничении таких функций, как законотворчество, государственное управление, правосудие. Посредством правосудия как вида правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности реализуется судебная власть. Судебная власть, как одна из ветвей государственной власти, призвана охранять право, правовой устой государственной и общественной жизни от любых нарушений. Кто бы их не совершал, на суде возлагается обязанность принимать окончательные решения по вопросам свобод, прав и обязанностей и собственности граждан и юридических лиц. Именно поэтому независимость судей является залогом законности и неотъемлемой гарантией для всех лиц, кто добивается правосудия и защиты прав человека. Конституционное положение его независимости, неприкосновенности судей, подчинение их только Конституции и законам. Запреты на всякое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия определяет правовой статус, и судьи закрепляют судебную власть как независимую и беспространственную ветвь государственной власти. Суть принципа независимости судей состоит в стремлении обеспечить такие условия, в которых судья мог бы иметь равную возможность свободно принимать решения, подчиняясь только Конституции и законам, и действовать без каких-либо ограничений, постороннего воздействия, влияния, давления, угроз, вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было со стороны и по каким бы то ни было причинам. Однако правосудие Кыргызской Республики осуществляется только судом в соответствии с частью 1 статьи 94 Конституции Кыргызской Республики. В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан или заключен под стражу, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления. При этом Кыргызская Республика судья пользуется определенным иммунитетом, гарантиями для обеспечения их независимости. Также в соответствии с частью 1 статьи 18 Конституционного закона Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан и арестован, подвергнут обыску и личному досмотру, кроме случаев, когда он застигнут на месте совершения преступления. Кроме того, в соответствии с положением пункта 4 части 1 статьи 495 части 3 статьи 497 Уголовного процессуального кодекса Республики, привлечение судей, в том числе их судей, уголовной ответственности допускается с согласия Совета судей по представлению Генерального прокурора. В соответствии с статьей 105 Конституции Кыргызской Республики надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов осуществляется прокуратурой Кыргызской Республики. Органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве, осуществляет надзор за исполнением судебных решений и иные полномочия
предусмотренным Конституционным законом. Согласно решению Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 27 декабря 2013 года отмечает, что предоставление судейского иммунитета является необходимой гарантией исключительности полноты судебной власти. Судейский иммунитет состоит из совокупности норм, освобождающих судей от выполнения отдельных юридических обязанностей и устанавливающих особые процедуры привлечения их к ответственности в целях обеспечения конституционного статуса и надлежащего выполнения ими своих функций. При этом иммунитет судей не является абсолютным, и его нельзя трактовать как непреодолимое препятствие. В частности, судьи не обладают иммунитетом от возбуждения уголовного дела и осуществления в отношении них оперативно-розыскных мероприятий. Конституционный закон о статусе судей Кыргызской Республики содержит только усложненную процедуру получения согласия на привлечение качества обвиняемого и наложение административного взыскания, налагаемого в судебном порядке. Если судья не будет обладать судейским иммунитетом, при осуществлении правосудия юридическая сила ее решения может не обеспечить того уровня разрешения судебного спора, с которым связывает стабильность и справедливость судебных решений. Соответственно, статьей 240 Уголовного процессуального кодекса Республики при наличии достаточных доказательств, указывающих на совершение преступления данным лицом, следователь вносит мотивированное постановление о привлечении лица качества обвиняемого. Так, соответственно, норма части 1 и 2 статьи 496 УПК Кыргызской Республики следователь вносит генеральный прокурор ходатайство о привлечении уголовной ответственности должностного лица. Генеральный прокурор, рассмотрев ходатайство и материал уголовного дела, при наличии достаточных доказательств, дающих основания для привлечения лица уголовной ответственности, совершения преступления, вносит представление о даче согласия на привлечение должностного лица уголовной ответственности. Основываясь на принципе равенства всех перед законом судом, неприкосновенность судьи должна быть связана исключительно с осуществлением его деятельности и не должны обеспечивать его личную безопасность и должны устанавливаться прежде всего в интересах государства и общества. Необходимо отметить, что своим решением от 23 мая 2023 года Конституционный суд Кыргызской Республики отметил, что изъятие из принципа равенства всех перед законом и судом и, соответственно, различные действия уголовного процессуального закона в отношении отдельных категорий лиц должны допускаться исключительно в силу публично-правовых интересов. Так, должностное положение может обусловливать процессуальный иммунитет, то есть особый порядок производства в отношении ряда категорий должностных лиц, выключающий необходимость получения разрешений определенной инстанции на проведение в отношении этих лиц всех или некоторых процессуальных действий. Процессуальный иммунитет не означает приобретение такими лицами персональных привилегий, а является гарантией эффективности выполнения ими важнейших государственных и общественных функций. В соответствии с статьей 32 Конституционного закона Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики, привлечение судей к уголовной ответственности допускается с согласия Совета судей. Для получения согласия на привлечение судей к уголовной ответственности при наличии достаточных оснований после регистрации в едином реестре преступлений Генеральный прокурор Кыргызской Республики вносит в Совет судей представление о получении согласия на привлечение судей к уголовной ответственности, в котором указываются обстоятельства уголовного дела и статья уголовного закона, по которой судья подозревается. Из смысла указанных норм следует, что при наличии достаточных оснований и с соблюдением установленного законодательства процедур судья может быть привлечен к уголовной ответственности. Также необходимо отметить, что в пункте 59 статьи 5 Уголовного процессуального кодекса дается четкое определение к слову «доследственная проверка». Это стадия до судебного производства с момента регистрации заявления или сообщения о преступлении в едином реестре преступлений до принятия решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе возбуждения уголовного дела. В ходе проведения доследственной проверки по вышеуказанным основаниям следователь устанавливает факты нарушения закона тем или иным лицам, не затрагивая законное право любого гражданина, тем более статус судей, и только в случае установления наличия гражданами совершенного или готовившихся преступления принимать меры к возбуждению уголовного дела. Вместе с тем, согласно статье 144 УПК, досудебное производство осуществляется в форме доследственной проверки и следствия.
Досудебное производство начинается с момента внесения сведений в единый реестр поступлений до направления дела в суд, прекращения уголовного дела, либо отказа возбуждения уголовного дела. Глава 56 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики предусматривает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении судей и является своего рода процессуальной гарантией и подтверждением особого статуса судебной власти. Также одним из исключений, являющихся гарантией обеспечения неприкосновенности судей, это запрет на задержание, арест, обыск или личный досмотр, кроме случаев, когда он застигнут на месте совершения преступления. Следовательно, можно считать, что установление законодательством особого порядка до судебного производства в отношении лиц, обладающих иммунитетом, в достаточной мере отвечает принципам уголовного законодательства, международным стандартам независимости судей и требованиям Конституции Кыргызской Республики. Руководствуясь статьей 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики, просим ходатайство Дюшенбековой о проверке конституционности части 1 и 3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики оставить без удовлетворения, поскольку не является противоречащим частям 1 и 4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо за внимание. Гульнара Султанбековна, у нас есть вопросы к представителю Джавар Кенеш? Прошу прощения. Нет вопросов. Уважаемые коллеги, у вас есть вопросы? Самат Кыштыбекович, присаживайтесь.